Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вновь находимся в гостях у Раисы Егоровой. Раиса, здравствуйте! Здравствуйте! Раиса у нас мастер на все руки. Кто следит за нашим проектом, наверное, уже в этом убедился. И, конечно, кто, как не она, может нас чему-то научить. И сегодня мы будем, дорогие друзья, делать вот такие красивейшие вещи. И это у нас техника Декупаж. Декупаж. Всем знакомый. Да, всем знакомо хотя бы на слух, да, возможно, кто-то уже практиковал эту историю, да, но сегодня мы будем говорить о ней, так сказать, прям очень дотошно, да, потому что покажем разные вариации, но и самое главное, расскажем про ошибки, да, и дадим практические советы, потому что наша Раиса занимается такой техникой уже более скольки лет? Ой, 10, в 2012 году. В 2012 году, то есть более 10 лет. Кто, как не она, знает об этом все. Давайте для начала покажем, да, какие у нас бывают варианты, на чем вы делаете декупаж. Вообще изначально это случайно так получилось, почему-то захотелось, не знаю, не могу вспомнить. Кто-то привез мне спилы, говорит, а попробуй, говорит, сделать картинку. Я говорю, ну давай. И даже не помню, как и что. Но факт получился, что это просто пошло. Пошло. Мы это делали, да. Это что за дерево? Это тальник. Это то, от чего избавляются сейчас у нас в столице. ЖКХ, где спиливают, да. А вы это используете вот для творчества, да? Да. Вот это куплено в магазине. Вот уже все, грунтовка нанесена, он полностью готов. Это береза? Береза, да. И потом, после того, как все получилось, люди оценили, я начала сама их ходить на Лену, нашу, до 202-й, зимой, конечно. И вот с подружкой мы пилили эти полена, распиливали, сушили, потому что дерево это очень особое, не как в магазинах продают все это, но это ненадежно. Трескаются сами спилы, кора слетает, а у меня выдержка, когда их распилю, они еще месяца 2 лежат, сохнут. Наверняка, что они будут у вас целые. Естественным путем, да? Естественным, да, путем, не конвейером, как в магазинах. И вот, как говорится, я выбрали стальник все-таки, да? Стальник, да. Ну, если брать березу, сравнивать их, да? То есть стальник или береза? Мне нравится. Это красиво, но она вот такая податливая, она просто вот для него, кажется, и рождена, чтобы его спиливали, делали декупаж. Да, потом так получилось, что нет возможности у меня своего частного дома. Мы переехали в благоустроенную квартиру, все равно хотелось. Люди хотели это продолжение. И я начала делать на фанере. Вот фанера у нас такая вот есть, вот такие вот овальные, круглые. Я начала на них тоже, это магнитики. Здесь, кстати, вот здесь на петельках. И вот, как говорится, продолжила. Также были у меня и доски декоративные, и панно, и флажки новогодние. Вот многие знают, я уже сколько лет продаю. Вы только посмотрите вот на вот этот магнитик на холодильнике. Если, конечно, вглядеться, да, мы видим очень такую красавицу, да, такая прям очень, ну, я бы сказала, такая загадочная красавица, так еще и, это какой век там, я не знаю, век 18, наверное, но если приглядеться, в ней мы узнаем Раису. Фотошоп, да, немножечко? Да. Вот, смотрите, вот я подарок сделала своей знакомой. Тут фотография, очень хорошая такая фотография, да. И вот просто я фотографию перенесла, но распечатку на спил. Это очень такой индивидуальный подарок. Я вот многим тоже делали, заказы были очень тоже необычно. Необычно, да? Не просто мы привыкли видеть декупаж вот такой. Салфетки. Да. То есть взяли салфеточку, перенесли готовый рисунок уже вот на досточку, да, на, допустим, какую-то картинку, и мы привыкли декупаж видеть в такой стилистике. На самом деле сегодня, благодаря новым технологиям, можно перенести любую картинку. Да, да? С интернета, распечатки, все что угодно. Салфетки это уже как будто как прошлый век, но все равно, естественно, работаем. Салфетки красивые, хорошие. Ключница. Красивая такая тоже, да? То есть на фанере. Об этом знают многие. Но если вдруг вы сейчас впервые услышали это французское слово декупаж. Декупаж. В переводе это рвать, резать, вырезать. Но что я хочу вам сказать, что в декупаже ножниц вообще не должно быть.
Резать так. ни в коем случае не надо, потому что сам эффект не получится. Это будет видно, что это наложена салфетка или какая-то распечатка. Ой, вы знаете, мне уже не терпится приступить, потому что слышать-то я про это слышала, а вот делать я этого не делала. Несмотря на то, что наша программа уже идет несколько лет, но мне не удавалось именно поучаствовать в таком мастер-классе. Я думаю, давайте начнем. Сегодня мы будем делать вот такое панно. То есть такое панно можно повесить на кухне, на даче. Это сейчас очень модно, стильно, да. И не составит труда, я думаю, сделать это вот буквально в рамках нашей программы. Итак, что нам для этого понадобится? Так, что нам понадобится? Во-первых, на чем будем делать? Это фанера обыкновенная с отверстиями. Это готовое? Она готовая, все, да. Но нам надо ее обязательно загрунтовать в два слоя. Какой грунтовкой? Вы знаете, вот эта грунтовка, это кто для себя делает, да, в творческом магазине можно купить грунтовку, да, но так как я делаю масштабно, я покупаю просто на строительном рынке. Объем мне нужен. Вот. Загрунтовали и оставили на сколько по времени? Посушить, для этого у нас есть фен, так быстрее, но лучше пускай сохнет естественным путем, конечно. На сколько? Сутки, двое? Нет. Даже положишь рядом с этой батареей, в принципе, минут 30. 30 минут? Да, достаточно. Но мы позаботились об этом заранее. Да. И вот когда все закрасили, это же фанера шуршавая, надо обязательно наждачкой подшорпать, чтобы были ровные все. То есть после грунтовки мы еще пройдемся, чтобы была не шуршавая, а гладенькая, потому что салфетка у нас будет очень тоненькая. Все. Тогда мы берем. Для этого, еще нужны нам веерные кисточки. Это мы будем переносить салфетку на фанеру. Файл обязательно, вода, кисточка для лака, клея, для салфеток. Вот он клей ПВА, вот нужен, лак акриловый. Очень так много, да, у нас, так сказать, компонентов. Да, и для этого еще самый главный данный момент. Надо выбрать, какие будем брать салфетки. И, в принципе, можем приступить. Но для начала давайте разберемся с соображением. Как повезло, что сейчас есть много магазинов, где продают эти салфетки, да? То есть выбирай на любой вкус и цвет, да? Итак, вот у вас поварская тематика, видимо, любите ее, да, у вас? Берут, конечно. Да, что не салфетка, то поваренок, да? Цветы, ягоды, это красота. Пасхи, это, точно, это же пасхальный рисунок. Да. Итак, но хочется почему-то, я хочу поваренка вот этого. Забавно. А я какого возьму тут? Не знаю даже. Выбирайте. Вот клубничку. Клубничку вы возьмите. Так, смотрите, это вот эти салфетки, они германские, немецкие, да? Вот они идут трехслойные. Наши российские, они почему-то совсем другого качества. И вот смотрите, мы выбираем фрагмент как раз у нас на эту фанерку. По размеру. Да. В принципе, здесь можно ножницами разрезать, потому что не будет видно, что вот это можно полностью наклеим. А на будущее, если вам надо какой-то фрагмент на изделие, вы просто рвете форму, прямо руками рвете, не ножницами. Когда ножницами вырежете на форме, куда будете прилаживать, это будет видно, что вы вырезали. А когда порвете, будет, будто бы так и было. Так что вот мы сейчас это все режем. Да, можно потом вырежем. У меня вот я вырезала, да, это прямо. Так, смотрите, я сказала, что они идут трехслойные. То есть, смотрите, здесь 3 слоя. Раз, убираем. 2 убираем. Вот тихонечко. Может, это маленечко, ничего. Вот это нам только нужно. Нам нужен только... Да, вот эти 2 не нужны. Вот она, тоненькая, полупрозрачная салфеточка осталась. Итак. Так, смотрите. Нужен файл, да, нам? Пока вот туда положим это. Значит, я сказала, что вот мы берем грунт, берем вот такой вот, я, допустим, люблю не вот этим, а вот поролончик такой плотненький. Да, вот берем, так вот, я вчера его так макаем. И вот таким образом не красим. Я не люблю в некоторых мастер-классах кисточкой красить, не. Просто вот, как мы говорим, чпокаем. Вот так вот. Да.
И вот таким образом мы все это делаем полностью. Она просохла, обязательно надо еще раз пройтись. Второй слой, да? Да, второй слой обязательно. Также просохло, когда все высохло, Отшкурили. отшкурить, чтобы было ровненько, без всяких шероховатостей. И все. Так как у нас время ограничено, у нас уже готовые есть. Все. Итак, у нас уже есть загрунтованные досточки, которые уже подсохли и прошли процесс шлифования. То есть это идеально гладкая поверхность в 2 слоя грунтовки. Так, вот смотрите. Да. Да. В тесноте, но Так, смотрите, вот. Можно делать это в тарелочке, в подносике, но так как у нас квадратной тарелки у меня нету, будем сделать вот так вот. на планшетах. На планшетах, ну, можете взять тарелочку, подносик. Ложим файл. Вот салфетку ложим лицом на файл. Вот именно лицом на файл. Хорошо. Потом берем водичку. Ой, очень интересно. Так Да, волнительно. Ага. Вот эти специальные, я люблю только веерные кисточки. Веерные это вот такие, значит. Да. Ну, понятно, почему они веерные, да? Там может маленько пролиться, говорю. Ну вот смотрите, и вот так льем воду. Льем воду и аккуратненько от середины к краям. Надо торопиться или нет? Нет, почему? Аккуратненько, От середины. чтобы не порвать. Она очень-очень нежненькая. Да, она вот начинает уже заворачиваться. Водички еще подлейте, у меня тоже так же было. Я думаю, я это без проблем сделаю. Но не тут-то было. Есть свои нюансы, да? Ну, первый раз, когда делают, конечно, не все сразу получается. А потом-то все. Самое сейчас сделаем так, чтобы не было морщинок. Морщинок, да, потому что бумага автоматически начинает Да. так морщиниться, да? И вот И эти- пузырьки должны быть еще. Вывести, пузырьков не должно быть там. И потихоньку, вот именно веерная кисточка, она тоненькая такая, знаете, она потихоньку делает свою. А когда вы делаете, допустим, фотографии, приносите или свое личное изображение там, да, ну, допустим, того же медведя там или еще что-то, на какую бумагу вы переносите? Не на А4 же? Вот в том-то и дело. Я прошу людей качественную фотографию, что-то, допустим, да, или я с интернета беру. Я иду просто, у меня нет своего принтера, все думаю, надо купить. Иду в копир-сервис, допустим, и говорю, мне распечатайте на А4. Порвала, что делать? Стоп, что-нибудь передумаем. Другую взять салфетку? Такое ощущение, что она у меня вся Вот так и задумано. Да? Да. И там на обыкновенной А4 мне делают распечатку. И вы потом вот так А4 размачиваете? Это же очень Я сложно. потом утончаю бумагу Каким образом? скотчем. Да вы что? Да, скотчем и утончаю. И все, а все остальное делается вот как мы все делаем. Все так же. Так, смотрите. Теперь все нормальненько. Вот пузыри это у нас откуда взялись? Ой, очень такая ювелирная работа. Да. Вот у меня порвался кончик здесь, да, салфеточки? Значит, так и задумано. Будем так говорить. Первый урок. Я, кстати, ходила за все время, вот сколько докупажа, уже говорю, занимаюсь давно, я все равно ходила на мастер-класс 2 раза к Наталье Бойко. Кстати, она давно не занимается этим, но в первом мастер-классе я столько азов узнала, когда до сих пор даже в Ютубе этого нету. Так. Ничего, там берем. А может быть мы потом Ну, давайте, если хотите. подложим, может потом как что-нибудь туда, да? Может быть. Так, смотрите. А теперь у нас как водичка, только как-то надо, да, это, в принципе, Сливать, немного будет, да. Остатки, излишки, да? Ага. Ой, ой, ой. Вот так все слили. Так. Где у меня полотенечко? Вот там нету воды. Так, смотрите, это пускай у нас, значит, все лежит. Берем сразу свою фанеру. У меня баночка, я, кстати, клей этот развожу с водой. Вот этот ПВА клей. ПВА, обыкновенный клей ПВА. Да, с водичкой. Вот такой строительный ПВА, большая. Ну, есть профессиональный, но я говорю, что я работаю масштабно, мне вот, допустим, маленькая баночка, она стоит тоже недешево, мне не устраивает. А можно взять ПВА, который для вот в канцелярских Да. магазинах, да? Нет. Нет? Почему? Можно. Нет, есть специально, как вот грунтовка, да, она вот специально для декупажа, она специальная. Но у меня акриловая краска, она без запаха, без ничего, и очень, как говорится, выручает маленько экономичнее.
Обильненько, да, надо? Ну, как, не сильно, чтобы капало с нее, но чтобы все было проделано. Вот, кончики, обязательно края надо, края. Бывает, Края. что середину намазали, а про края вообще и забыли. У меня, в принципе, все. У меня тоже все. Края, как вы сказали, дополнительно сделали. Так, теперь такой самый-самый. Что-то сейчас, мне кажется, может пойти не так, Смотрите, вот, берете вот этот кончик. да? Да, беру. Вот так вот, еще водичка, разворачиваем. Разворачиваю. Она не слетит? Нет. Вот видите, как я держу? Вот так. Сейчас водичка, Опачки. вот так вот. Раз. И шепс. И берете прям вот, старайтесь, чтобы на форму легла. На форму легла. Вот как вот у меня. Так, тихонечко. Не-не-не, Уже отлипать нельзя. Ничего не трогать. Так, берем еще вот эту такую штучку. Ой, ну мы практически... Смотрите, и вот так выпускаем пузырьки в лишнюю воду, все оттуда в это. И мелкие какие-нибудь там заломчики, то есть трещинки такие, складочки. Вот. Ну и как? Теперь при помощи пальчика, да, вот кисточки, вот даже там как видно не будет, надо вот так вот. Закрепить? Чуть-чуть края поднимаете, чуть-чуть, и салфеточка должна отлипнуть от файла. Она уже к доске, наверное, должна уже лечь. Да, все у меня вот отходит. Так, тихонечко. Торопиться нельзя, да? Да, тихонечко обязательно, так, тихонечко. Это потом, поначалу, кажется, вот так все разглаживаем. Если резко снимем, то можем салфетку просто поднять. Складочки, может, тут заодно, пузырьки, вот как вот у меня пузырек. Сейчас мы его выдавим отсюда, вот, все. Так, и вот так. Вот и все. Вот. Самое трудное мы сделали. Чуть-чуть. Не трогай снова, вот, которые, видите, излишки. Просто их убираешь. Потом, когда это подсохнет, все, можно пошкурить наждачкой. Лишнее убрать. Вот. Все это мы убрали. Все отлично. Вот смотрите, сейчас вот здесь вот надо сразу дырочку, пока мокрая, сделать отверстие, проткнуть. У нас тут будут веревочки. Мы же вешать ее будем. Вот что у нас получилось. Мы аккуратно, очень так кропотливая работа, я скажу сразу, перенесли наше изображение на наши досточки. Далее что делаем, Раиса? Так, перед просушкой мы еще берем также кисточку и клеем аккуратненько промазываем все это, наше изделие вверх. Еще раз клей ПВА. Да, клей ПВА обязательно. А потом мы будем сушить феном. Это для того, чтобы держалось все, как родная стала. Такой эффект, что это нарисовано. А потом и на этих досточках можно резать продукты, например, или это все-таки просто только как интерьерный декор такой? Ну, в данный момент у нас же панно. Угу. Она, конечно, должна висеть, но я также делаю вот досточки. Конечно, можно, но говорю, опять же, всем говорю, только не мясо рубить. Почему там хлеб, колбаску, там фрукты не нарезать? На другой стороне, конечно, не на лицевой, где. В принципе, почему бы и нет. Так вот, все. Так, Жирненько промазали тоже, ага, не надо. слоем. ПВА есть. Вроде бы все. И приступаем к сушке. Обыкновенный фен нам в помощь. Да, не горячий, а тепленький. Наши досточки подсушили. И у нас остался, по-моему, если я не ошибаюсь, финальный этап, да? Ну, почти, да. Покрываем лаком. Лаком покрываем. Лак определенный или... Нет, лак также акриловый, также вот у меня, правда, я его отлила, Ага. потому что так неудобнее, потому что он кончился. Ой, ё-моё. Вот нет, все.
все помогло. Лак акриловый для... Нет, обыкновенно акриловый лак, все, многие знают, кто занимается. Он без запаха, очень такой хороший. И все, просто сейчас берем и промазываем. Ну вот раньше были популярны, да, вот эти бутылочки, да, там декупаж делать, да? О, это вообще, знаете, когда я работала Угу. в 2012 году, ну там в то время, к нам девушка на работу пришла, молодая. А дело было к 8 марта, и она принесла бутылки шампанское, декупаж. Я когда увидела, это первый раз видела. Я думаю, господи, что это такое, что за красота? Это для меня было что-то не знаю с чем. Я просто вот была поражена. Вот. Интернет так как-то не очень еще был. Ну и все. Думаю, надо сделать, надо попробовать, надо учиться. Искала мастер-класс. А тут как-то такой случай случился. Домой прихожу, у меня сумка тяжелая. Я понять могу, что там в этом сумке. Открываю, там лежит вот такой булыжник. Сын туда положил. Я такая смотрю на него, думаю, господи. И почему-то я в нем увидела, пошла в ванну, помыла его. Я говорю, ну тут же можно сделать декупаж. И я первый раз в жизни сделала на камне декупаж. Это было что-то. То есть случай вас сам привел к этому, да? То есть сначала были бутылочки, потом были камни, еще на чем декупаж делали? Нет, ну все, у меня это камни, у меня брат в огород, где цветы, это было все красиво. Потом начала стулья деревянные у них, это табуреточки тоже декупажем делать. Ну, потом, конечно, бутылками занялась. Очень такое. И ящик почтовый тоже, вот я же говорю, брат у меня в частном доме жил. Лежит, валяется ржавый железный ящик. Я говорю, а это что такое? А он говорит, да, выкинуть надо. Я говорю, можно я его заберу? Конечно, я его забрала, когда я с ним все сделала, еще почтальон Печкин там был изображен. Отдала им, подарила, они говорят, теперь, говорит, почтальон со всей улицы, только нам все письма с улицы кидают. Он очень долго на солнце, считай, еще же был, долго-долго прослужил. То есть вот так можно старые вещи практически отреставрировать. То есть декупаж – это хороший вариант для реставрации старой мебели, да, старой интерьерных каких-то вещей, да. То есть, ну вот подржавело, да, что-то, подиспортилось, где-то что-то не то. Подшаманили, все сделали специально. Ну, кто занимается декупажем, они все знают. Я даже поначалу скрывала, а потом, оказывается, нет, такая. Мы даже вот мимо помоечки проходим. Какой табурет, или какая тумба, или какой-то комод, это все для нас, это что-то. Нам не стыдно, мы прям забираете, да? Да, декупажницы такие. Из декупажа все старые вещи можно сделать новое. Можно там все что угодно сделать. И вот как так, и тоже меня вот не могу. Декупаж преследует меня до конца, везде он. Везде. Да. Вот, тут мы сейчас лаком, сейчас мы просушим. И еще раз просушить. Да, ну-ка, что-то нет, или уже впиталось. Так что это... Также у сына мастер-класс сделала я, когда он еще в начальных классах был, тоже на камнях. Детям очень понравилось. Нам это вообще, вот я, конечно, в других местах тоже мастер-классы делали, все, просто вот все, детям, взрослым, всем нравилось. Итак, мы подсушим наши досточки еще раз, да. А затем немножечко декора. Повторюсь, или я, может быть, не говорила, дважды сейчас просушим феном и потом еще раз лаком пройтись для сохранения, для закрепления, чтобы наверняка уже. И все, а потом продолжим. Итак, мы просушили наш первый слой лака, затем сделали второй слой лака и вновь просушили. То есть, в принципе, покрытие наше сейчас все надежное. Основу мы все сделали. Сейчас чисто декор остался у нас. Давайте. Так. Просто бечевочка, да? Да, обыкновенно веревочку сделали. Сейчас. Бусины. Бусинки, красотулечки. Еще так у нас сколько. Так. Ой, вы знаете, вот так повесить, да, на кухне. Да. Допустим, поваренок такой, рядом поваренок другой. На любой кухне, неважно, будь то частный дом, либо будь это кухня в квартире, да, это всегда так мило, да, и забавно.
И даже, мне кажется, не захочется и резать на обороте этой досточки, как-то жалко будет. Ну, Нет, да, пускай я тоже лучше считаю, будет висеть. доски же всегда есть. Да, а Обязательно. пускай лучше Как висит, декор. да, вот такой замечательный декор. А еще я здесь подумала, что охотникам, мне кажется, и рыбакам, ну, так, коли уж мы живем в Якутии, да, было бы здорово их фотографии перенести вот на такой спил. Вы представляете, подарить своему дедушке, мужу, супругу вот такие спилы из дерева березовые, а там он стоит и либо С рыбой с большой. рыбой, либо с убитым медведем. И это будет не просто такая памятная вещь, так это еще передастся из поколения в поколение. Конечно, можно распечатать фотографию и подарить фоторамки, но подарить на спиле по На технике, природном материале. на природном материале по технике декупаж, но мне кажется, это просто будет что-то невероятное. Да. Поэтому берите на заметку. Да, все легко и просто. Сейчас сделаем веревочку такую, чтобы подвешивалась. Возьмем по 2 бусики. Ну там как хотите, фантазии нет предела. Я, допустим, вот так. Ой, 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 ой. Ой, ловим. Вот. Проденем веревочки в бечевочку такую. Так. Сейчас сюда вот это так сразу сделаем, чтобы симпатичненько было. Сюда. Я таких из 3 штук делала. Угу. То есть такой трио такое. Да, да, да. Кстати, Одиноко будет висеть, наверное, скучновато, да? смотря что туда придумаете. Да. Мгм. Так, здесь завяжем узелочек. Ну и, собственно говоря, Можно наши... Ага. Вот, смотрите. Даже очень быстро получилось, чем я ожидала. Вот так вот, дорогие друзья. Техника декупаж известна уже многие годы, не только, да, вообще в нашей стране, но и в частности у нас в столице. Но вы понимаете о том, что декупажу нет предела. И сегодня мы хотели в рамках нашего проекта немного напомнить вам, что же это такое, для тех, кто уже знает. Для кого-то, возможно, это будет совершенно новая информация. Ну а самое главное, мы хотели показать, что действительно этой технике нет предела. Творите. Сделайте вот такие памятные магниты, да. Еще у нас Раиса делает прекраснейшие флажки, которые сегодня пользуются вообще спросом. Это флажки на Пасху, флажки на Новый год. И это очень стильно, это очень как-то по-уютному и по-доброму. Ретро. Все вспоминают свое детство. Вот эти вот наши флажочки, тем более там открытки ретро тоже еще. И вот они не первый год делаю, и все очень покупают с таким большим удовольствием, родителям подарки, себе подарки. И сразу не такие воспоминания нахлынывают. И вспоминают, а ты помнишь это, а ты помнишь это. И взрослые люди улыбаются, разговаривают, смеются. Вот воспоминания. Это все вот флажочки ретро. Ретро, из фанеры. да. Декупаж. Декупаж. Поэтому пробуйте. Почему бы и нет. Проведите время с пользой вместе со своей семьей, допустим, вечером. Да? Многого здесь не надо. Салфеточки, фанерка, грунтовка, лак. И далее ваша фантазия. Да. Раиса, спасибо большое Спасибо вам. Я думаю, мы не прощаемся и совсем скоро увидим Раису в новых выпусках нашей программы. Мы вам покажем. До новых встреч. До свидания.